Так, второй представитель Ибрагимов Бектур Берикович, у вас есть что добавить? Хорошо, присаживайтесь. Так, слово предоставляется представителю Министерства цифрового развития Нуралиев Тилек Багирович. По существу, пожалуйста, Да, хорошо? По предмету, который мы рассматриваем. Все хорошо. Уважаемые судьи Конституционного суда, уважаемые участники. До этого уже представители Кабинета министров, представители Минкультуры уже, наверное, уже дали ясность по данному вопросу. Я бы хотел именно пояснить, в чем роль Министерства цифрового развития Кыргызской республики в Как раз мы это и хотим услышать. в данный момент заключается. Министерство цифрового развития Кыргызской республики как орган, который осуществляет деятельность в области связи. Она только исполняет вопросы, то есть исполняет именно решения Министерства культуры, то есть, получается, вопрос технического характера реализует. Но в реализации данных решений Министерство цифрового развития также сталкивается с трудностями, потому что не все владельцы интернет-сайтов, то есть, получается, в данном случае их хостинг находится не на территории Кыргызской республики. В данном случае, то есть, их хостинг может находиться на территории другой страны. И в данном случае исполнение такого рода решений о блокировке не предоставляется возможным. В этой связи с нами, то есть, а именно нашим уполномоченным органом по связи, на сегодняшний день это служба по регулированию и надзору связи, направляет это решение всем провайдерам. То есть, получается, если у кого-либо провайдера заблокировать данный сайт, и в случае, если есть возможность, то они принимают такое решение на исполнение. Но в основном у нас такая ситуация, то есть как я уже до этого сказал, все хостинги находятся за территорией Кыргызской республики, и в основном они отписывают то, что у них нет такой возможности заблокировать тот или иной сайт. Еще что, уважаемый суд? В принципе, по поводу порядка, то есть, получается, до этого вы уже задавали вопрос. По поводу порядка, да, в действительности у нас сначала поступает решение об удалении, которое нами направляется, а после уже за ним последует решение о блокировке, которое также нами направляется. В данном случае, как я уже сказал, роль Министерства цифрового развития – это исполнение технического характера.